Возможность переноса или отмены летних Олимпийских игр в Токио исключена. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Руководитель отметил, что приоритетной задачей для организаторов остается безопасность участников. При этом он не исключил того, что при необходимости комитет может сократить количество зрителей или же вовсе провести соревнования при пустых трибунах. Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти минувшим летом с 24 июля по 9 августа. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции старт был перенесен на лето 2021 года. Московский футбольный клуб «Спартак» и итальянская «Фиорентина» договорились о трансфере российского нападающего Александра Кокорина. Как сообщает пресс-служба красно-белых, футболист в ближайшее время отправится в Италию и в случае успешного прохождения медицинского обследования подпишет контракт с флорентийцами на 3,5 года. Напомним, Кокорин подписал соглашение со «Спартаком» в августе прошлого года. В текущем сезоне 29-летний нападающий провел 8 матчей в российской премьер-лиге, в которых отметился 2 результативными ударами и 1 голевой передачей. Баскетболисты Санкт-Петербургского «Зенита» одержали победу над турецким «Анадолу Эфес» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги. Игра завершилась со счетом 85-78. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий гостей Василий Мичич, набравший 23 очка. У россиян больше всех набрал форвард Уилл Томас, на счету которого 14 баллов. «Зенит» поднялся на 3-ю строчку турнирной таблицы лиги, одержав 13 побед в 19 матчах. Турецкий клуб располагается на 10-й позиции, потерпев 10 поражений в 21 встрече. В следующем матче петербуржцы на выезде сыграют с испанской «Барселоной», а «Анадолу Эфес» на своей площадке сойдется с сербской «Цервеной звездой». Московский ЦСКА на своем льду победил хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги и гарантировал себе участие в плей-офф. Встреча завершилась со счетом 3-2. В составе армейцев шайбы забросили Антон Слепышов, Марио Кемпе и Кирилл Максимов. У гостей взятия ворот провели Александр Шаров и Валентин Пьянов. ЦСКА возглавляет турнирную таблицу западной конференции, набрав 75 очков. Клуб в 10-й раз подряд вышел в плей-офф. «Амур» идет 10-м на Востоке, имея в активе 40 пунктов. В следующем матче армейцы дома примут хельсинский «Йокерит», а хабаровская команда в гостях сыграет с уфимским «Салаватом» Юлаевым. В Якутске состоится клубный турнир по масс-рестлингу «Кубок Мадуна». Как сообщает «Спорт Якутии», в борьбу за медали соревнований вступят 4 команды, которые представят ведущие маджингы республики. Отмечается, что схватки будут проходить в формате стенка на стенку в 5 весовых категориях среди мужчин и в 2 весах среди женщин. Турнир состоится с 25 по 28 января в спортивном комплексе «Мадун» без зрителей на трибунах. НВК «Саха» ежедневно будет транслировать схватки состязаний. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!